Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Хирурги-офтальмологи, пожалуй, самые желанные гости в якутской глубинке. Практически в каждом районе их ждут десятки и сотни пациентов. Выездная помощь – дело сложное и дорогостоящее, но очень нужное людям. Благодаря такой организации работы офтальмологи возвращают людям зрение, продлевая активный период, улучшая качество жизни. О работе мобильных бригад якутских офтальмологов мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Иван Петрович, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ну вот Петр, давайте да. к сути. Сколько операций в этом году офтальмологи провели в районах Якутии? Ну, мы в первую очередь сравниваем статистику, которая наблюдение идет по годам. Это за 20, 21, 22, 23, 24 годы. Так вот, если сравнивать 21, 22, 23 годы, в этом году суммарное количество операций превысило количество, которое провели коллеги за весь трехлетний период. То есть более 1500 операций только на выезде в наших районах было проведено. Это охват более 20 районов республики, что говорит о том, что востребованность офтальмологической помощи, как вы сказали, она очень высокая. И, конечно, ожидание от приезда офтальмохирургической бригады в районах республики точно такое же высокое. И наши коллеги делают все возможное, чтобы оказать помощь на месте, чтобы люди не выезжали в город Якутск для того, чтобы здесь прооперировать катаракту. Вот я вчера буквально так для себя поймал одну мысль, что впервые у нас не было ни одного обращения ни в письменном виде, ни через социальные сети, ни ко мне лично в части того, что вот закрывается переправа, кто-то не успевает получить медицинскую помощь, помогите с госпитализацией. Все получили по катаракте ее вовремя. Это вот, наверное, за почти чуть больше 4 лет, сколько я возглавляю больницу, впервые такое. Это вот уже показатель Я думаю, да, определенного прогресса. если говорить о работе офтальмологов непосредственно, мы говорим сегодня о выездной по большей части работе. Как она организована, как устроена, как выезжаете? Ну вот главное, чтобы люди понимали, что если есть вывеска «магазин», это не значит, что вы зайдете в этот магазин, например, и купите обувь или определенные продукты питания. То же самое, если есть вывеска «офтальмологическая больница», то это не значит, что мы оказываем вот все виды помощи по офтальмологии, какие имеют место быть. Потому что каждый должен заниматься своим делом. Врачи-офтальмологи в поликлиниках по месту жительства проводят первичный прием пациентов, определяют необходимость проведения хирургического лечения, проводят первичный осмотр, определяют остроту, например, зрения, смотрят показания к проведению операции или, наоборот, их отсутствие. И в дальнейшем рекомендуют и дают направление в офтальмохирургическую больницу, то есть к нам. То есть наша задача — это заниматься именно хирургией глаза и высокотехнологичной медицинской помощью с диагностикой, сложной, которой, допустим, нет на местах в центральных районных больницах. Вот это вот принципиальное отличие, которое коллеги тоже должны понимать. Буквально недавно был эфир главы республики Александра Сергеевича Николаева, где как раз жители одного из районов республики обратились, что у них нет офтальмолога, но и считают, что этот вопрос решать должна только офтальмологическая больница. На самом деле мы решаем проблему офтальмохирурга. То есть, выезжая в район, мы проводим операции. Задача же первичного звена центральных районных больниц — искать офтальмолога для первичной системы здравоохранения, как раз который будет проводить отбор этих пациентов. Каким образом выстраивается работа по выезду офтальмохирургической бригады? Вот сейчас, до 1 декабря, мы с коллегами и с главными врачами центральных районных больниц ведем совместную работу по тому, чтобы составить график выезда данной бригады на 2025 год. Мы с прошлого года начали эту работу в части того, что мы теперь утверждаем график в начале года, и коллеги прекрасно понимают, и население, в какой месяц, в какой район мы выезжаем. Это очень удобно. Можно спланировать заранее лечение заболевания под названием катаракта. Эта заявка к нам приходит, мы сопоставляем с графиком отпусков врачей, мы сопоставляем с возможностью транспортной логистики, это переправы, это где надо сообщение на самолете, где надо, это, возможно, выезд нашего передвижного офтальмологического комплекса. И после этого выходит приказ Министерства здравоохранения Республики, где все эти районы, сроки и приблизительное количество пациентов, сколько готовится, на оперативное лечение указано. Напомню, что мы также работаем с близлежащими районами по принципу привозим сразу огромное количество. Мы на этот момент закрываем больницу только на прием данных пациентов. Вот у нас в середине декабря приедут пациенты из Горного и Хангаласского улуса в республике, где
Они уже отобраны. И, кстати, в эту дату мы попытаемся зарегистрировать рекорд России. Так, Вот есть, анонсирую хорошо, но пока сегодня. все карты не Да, раскрывают. все карты не раскрываю, что это будет за рекорд, но мы обязательно с ним справимся, потому что хирурги уже настроены на него. И пациентам оказана будет помощь точно так же на месте и в короткие сроки. Что касается передвижного офтальмологического комплекса на базе КАМАЗа, то у него функции несколько иные. Это лазерное лечение. Точно так же офтальмологи по месту жительства отбирают этих пациентов, далее передают нам списки, и мы уже выезжаем и смотрим необходимость проведения на месте того или иного вида лечения. Мгм. У нас планы достаточно большие на следующий год. Я думаю, что количество пациентов тоже будет немаленькое. И мы также охватываем арктические районы. Вот иногда в социальных сетях пишут, а ездите ли вы в Арктику? Конечно, безусловно. В этом году у нас был и Черский, Нижнеколымский улус, и Анабарский улус, и в Оленьке коллеги бывали в прошлом году. Вот сейчас у нас на стадии проработки в середине декабря выезд в Зырянку. Поэтому понятно, что там пациентов чуть меньше, поэтому там выезд не делается на регулярной основе, допустим, каждый год. Ну, Но тем не раз в менее, 2 неплохо года бывает. мы не забываем, мы понимаем, что там цена билета достаточно высокая, чтобы человеку, особенно пенсионного возраста, выезжать к нам, и помощь оказываем на месте. Иван Петрович, якутские офтальмологи оказывают еще и необходимую помощь жителям других регионов нашей страны. В частности, завершили работу в ДНР и в Тыве. Какие операции провели, сколько пациентов получили помощь? Вот с одной стороны, надо гордиться, да, что якутская офтальмология вышла на тот уровень, когда мы оказываем медицинскую помощь за пределами родного региона, что наших врачей ценят, и большинство отзывов мы всегда получаем положительных. Но есть и критики данной инициативы, считают, что вот, мол, здесь не делают, а куда-то выезжают. На самом деле мы все успеваем. Врачей хватает? Да, врачей хватает, именно офтальмохирургов. Вот я еще раз повторюсь, у нас задача именно эта. И вот в ДНР мы в этот наш визит поставили тоже своеобразный рекорд. 604 операции было проведено. Ни о какой лазерной коррекции зрения там не идет речь. Это удаление той же самой катаракты, инородных тел, значит, амбулаторные хирургические операции, там, птеригиум. Это очень сложные названия для обывателя, но надо понимать, что это то, что делается и здесь в рамках обязательного медицинского страхования. Для чего нужны выезды? Ну, во-первых, это возможность поработать в других условиях, набрать определенный опыт, потому что для хирургов работа руками, и чем больше операций, это всегда показатель высокой активности и их развития. Плюс к этому надо еще и понимать обратную сторону медали, что это привлечение дополнительного источника финансирования с другого субъекта Российской Федерации. То есть понятно, что когда мы выезжаем в ТВУ, оплата за оказание медицинской помощи осуществляется за счет средств территориальной программы государственных гарантий Республики Тыва. То есть это источник финансирования нашей больницы извне. То есть он идет на развитие якутской медицины. В то же самое время мы помогаем коллегам там на месте развиваться. Вот такой он взаимовыгодный обмен и технологиями, и знаниями. И это позволяет развивать службу в стране в целом. Ну и возвращаем людям зрение вне зависимости. Безусловно, потому что люди очень благодарны, и это еще самое важное, имидж республики. То, о чем мы всегда говорим, о том, что республика себя позиционирует как развитый регион, в том числе и в области медицины, и это действительно так. И я получаю уже обратную связь от других коллег, они же видят уровень развития нашей, например, офтальмологической службы, и уровень развития там службы у них в субъекте, и мы на порядок выше. И понятно, что делиться этими технологиями, наработками, но это наша тоже функциональная задача. Мы, кстати, вот и в Магаданской области были буквально недавно, там 50 операций наш хирург провел. Хирург, заведующий отделением в Магаданской больнице, очень была довольна проведенным и обменным опытом, и пациенты, самое главное, довольны. Поэтому вот недавно она мне написала такие слова благодарности в адрес хирурга и в адрес коллектива больницы. Было очень приятно. Но я думаю, и опыт, и восстановленное зрение — это все-таки одно из самых главных. Иван Конечно. Петрович, давайте поговорим о вашей депутатской работе. Какую работу ведете, когда вы выезжаете в командировку? И совмещать приятное с полезным очень важно. Вот мы выезжаем, когда с коллегами в другие субъекты, я
постоянно провожу встречи с депутатами тех парламентов субъектов Российской Федерации, где мы пребываем. Во-первых, у нас есть общие схожие проблемы. Ну, например, вот работа выездных бригад. Тот пилотный проект, который был запущен по инициативе главы республики по мобильным бригадам, значит, он требует законодательного утверждения в части определенных нормативов. Сейчас мы с коллегами прорабатываем, чтобы это уже был не пилотный проект, а чтобы он реализовывался повсеместно на всей территории, например, Арктики. Поэтому мы встречались и с депутатами Государственной Думы, говорили о том, каким образом этот механизм можно реализовать. Плюс к этому есть вопросы, связанные с оказанием первичной медико-санитарной помощи. Ведь вот такие субъекты, как, например, мы, Магаданская область, Чукотка, северо-восток в целом нашей страны, у нас есть особенности оказания медицинской помощи. Санитарная авиация. Понятно, что ее там в маленьких субъектах, центральных городов совершенно по-другому принцип организации. У нас это постоянные часы вылеты, совершенно другой парк техники и так далее. Тоже необходимо этот вопрос обсуждать вместе с коллегами, а ведь есть принцип, что если парламент субъекта выходит с инициативой, его должны поддержать не менее 10 субъектов Российской Федерации, тогда он поступает на рассмотрение Государственной Думы или правительства Российской Федерации, где он должен в обязательном порядке быть рассмотрен как инициатива. И поэтому вот в таком взаимном обмене появляются очень интересные новые решения. Ну вот есть в заключение, если говорить о законопроектах, какая еще работа сегодня ведется в направлении здравоохранения? Ну вот у нас 27-28 числа будет сессия парламента нашей республики, в рамках которого будет рассматриваться часть законопроектов, которые инициированы депутатами Комитета по охране здоровья во главе со Светланой Николаевной Давыдовой, в рамках которого мы вот сейчас уточняем понятие «первая помощь» в нашем законопроекте. Теперь первая помощь — это помощь, которая будет оказываться всеми лицами в случае необходимости. Мы снимаем ряд ограничений. Это взаимоувязки с федеральным законодательством. Но самое важное в этом законе — это что касается выдачи, например, лекарственных средств. Теперь, независимо от того, есть ли аптека или нет, теперь лекарственные средства могут реализовываться в филиале медицинской организации. Ну, будь то фельдшерско-акушерский пункт или любое иное подразделение при наличии фармацевтической лицензии. Этот вопрос уже был урегулирован. Большинство всех наших подразделений в республике при содействии Минздрава все эти лицензии получили. И это доступность как раз-таки этих лекарственных препаратов для населения, особенно в отдаленных частях Арктики. Также вот тут недавно обсуждался вопрос по заболеваниям, передающимся половым путем, активно так в социальных сетях его муссировали. Это совместная работа наша с прокуратурой, потому что для обывателя понятие заболевания, передающееся половым путем, и инфекции, передающиеся половым путем, вроде бы казалось бы одно и то же, но по факту это две разные вещи, поэтому пришлось расшифровывать это понятие более понятным языком. Поэтому работы еще предстоит много, мы всегда открыты к диалогу к нашим избирателям, всегда их слышим, выезжаем в районы республики, собираем все эти предложения и пытаемся их реализовать в рамках законодательных инициатив. Ну что ж, я уверен, что все-таки будут эти инициативы реализованы. Иван Петрович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили. Спасибо, Петр, что пригласили. Это было актуальное интервью. До встречи.